Собрались у верстового столба на Неленской земле. В 1743 году по приказу Петра I открыт Иркутско-Якутский почтовый тракт. 275 лет тому назад первая почтовая кибитка отправилась из Иркутска в Якутск, а протяженность тракта составила 2895 километров. Вот так начался почтовый тракт. Среди открытых первых почтовых станций была Неленская сельчан, потомков неленских ямщиков. Верстовой стол будет напоминать об историческом прошлом наших предков. Мы приветствуем делегацию этого торжественного мероприятия, стартовавшую по старинному ямщинскому маршруту Иркутск-Ленск, Алёкмец-Якутск на местности. Якутское слово «Нелен» переводится «открытая местность». Первыми ямщиками Неленской почтовой станции были, как уже сказали, Псенниковы, Мироновы и Илмычевы. Они в суровых условиях исправно несли свою ямщикскую повинность. Занимались земледелием, держали скот, растили детей. Для детей ямщиков здесь была открыта церковно-приходская школа. Помещений для школы не было, она располагалась в наемном доме. Школа просуществовала 4 года и сделала 2 выпуска. Из-за нехватки детей и учеников в 1909 году школа закрылась и была переведена. Письмо с нашей Неленской почтовой станции отправляется по Иркутско-Якутскому почтовому тракту до города Якутска. Стало присоединением Якутского уезда к Иркутской провинции и Камчатской экспедиции Беринга. В то время Иркутско-Якутский тракт был ведущим маршрутом между северо-восточной Сибирью и с Русской Америкой. Вот видишь, Дорогие друзья, гости, приветствуем вас на бывшей Дабанской промежуточная станция между Неленской и Черендейской почтовыми станциями. Нет, это что такое? Это не порядок. Спирта нет, точно. Ну давайте! Счастливой по дороге! Счастливо по дороге! Имеет свою историю. Свою историю имеет также и наш Черендей. Вначале село располагалось в низине долины реки Лена на левом берегу. Село основали ямщики Сотниковы, Ершовы, Шумиловы, основателями многих приленских деревень, в том числе Черендей, Дабан, Кочегарова, Нелен. Ямщики возили почту летом и зимой. В годы войны ямщиками работали женщины, подростки. Они сумели выжить в суровом краю, пустить корни, сохранить свои обычаи и традиции.